На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Они за порядок. Кроме нас некому. Мы с 72-го года здесь порядки наводим. На уборку парка более 1000 человек. С чего началась суббота у челнинцев, увидела Зарина Ахметова. Золотые медали для победителей чемпионата. И первое место Салкова Анна. Кто будет представлять республику на национальном чемпионате? С ребятами познакомился Салават Мухаммадулин. Кто рано встает, тот на рынок идет. Здесь выбор хороший, и цены дешевле, и удобно покупать. Что можно найти на местной ярмарке, расскажет Лилия Кашфарова. Развлечение или мучение? Я не готова оплачивать пытки животных. Почему часть цирков решает отказаться от животных, а часть считает это нецелесообразным? Узнал Рамиль Шайдулин. Золотые медали и путевки на национальный чемпионат сегодня в Казани наградили триумфаторов регионального этапа первенства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Борьба за победу шла последние 3 дня в 11 городах и селах республики. На пьедестале у кого-то слезы, у кого-то уже планочка. Чемпионат мира. С медалистами про цену и вкус победы поговорил Салават Мухаммадулин. Одни фотографируются, другие вспоминают соревнования, третьи слушают наставления экспертов. За минуты до церемонии награждения волнение им скрыть тяжело. И первое место Салкова Анна. Золотая медаль, и можно выдыхать. Анна Салкова – победитель компетенции «Дошкольное воспитание». Для девушки это первая награда такого уровня, а потому и интервью может подождать. Нормально? Сейчас минуту. И это были слезы радости. Конечно, было неожиданно, потому что все мои друзья, или я не назову их соперниками, потому что они были очень сильными. Награждали победителей сегодня, возможно, будущие работодатели. Многие ребята, они видят себя в своей профессии уже сейчас, участвуя в конкурсе. Они уже видят, где будут работать и что будут делать, чем будут заниматься. Один из них – Иван Соловьев, победитель в компетенции полиграфические технологии. Студент КНИТУ переехал в Казань из Самары специально за профессией. Любовь к полиграфии ему привил дядя. Он как бы мне рассказывал с детства, что это такое. Я был пару раз на производстве печатном, видел, что это такое. Вместе со студентами сегодня медали получили и юниоры. Камиле Мухаммадиевой всего 16, но она уже знает все, что нужно для администрирования отеля. Пойти на конкурс предложили учителя. Мама поддержала. Возможность проявить себя и что-то интересное узнать. Тем более мы выходим на финишную прямую, нам нужно поступать на следующий год. Всего победителей сегодня определили в 115 компетенциях. Соревнования по ним проходили в 11 городах и селах республики. География расширяется, это значит, что большее количество ребят может принять участие, и в дальнейшем, я думаю, демоэкзамен в наших образовательных организациях среднего профессионального образования, он станет так же, как и ЕГЭ, всеобщим. Но это в далеком будущем. В ближайшем, уже через 5 дней, стартует второй этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Третья часть будет в декабре. Салават Мухаммадулин, Алмазяддинов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поручил усилить информирование населения о противопожарной безопасности. Как сегодня доложили на совещании в Доме правительства, в этом году в Татарстане произошло более 5000 пожаров. В них погибли 115 человек. Это почти на 15% больше, чем в прошлом году. Число погибших выросло в 17 муниципалитетах. Необходимо продолжать установку в домах и квартирах автономных пожарных извещателей, отметил президент. Прибор стоит всего 250 рублей, и он есть в свободном доступе. У социально незащищенных граждан его устанавливают бесплатно. На сегодня за счет средств республиканского бюджета установлено уже 75 тысяч таких устройств. Этот датчик, он нужен не только бедным. Наоборот, богатые должны больше, беспокоиться за свою собственность, за свою жизнь. Поэтому это не такие большие деньги. Каждый обязан иметь такое устройство у себя.
Кто рано встает, тот на ярмарку идет. До конца декабря жители Казани смогут запастись фермерскими продуктами на 15 торговых площадках. На некоторых можно угоститься горячей кашей. Мясо, молоко, мука от домашних производителей расходятся всего за несколько часов. Как успеть, что купить, сколько стоит, узнала Лилия Кашфарова. Ножки, шейки, крылышки и бедрышки – сочные деликатесы из Зеленодольского района. Айдар Хисамов, фермер, привозит на ярмарку по 300 килограммов домашнего мяса, а уезжает пустой. Второй попробует, третий попробует. И все постоянно берут уж. Индейка и цыпленок бройлера. Семейная ферма у нас. Фермерские продукты на любой вкус и аппетит. Вырезка, молоко, сыры, яйца, овощи и крупы. На площадке более 40 позиций натуральных деревенских продуктов от 25 производителей. И на каждого свой покупатель. В магазине в три рынке. Здесь 50 рублей, а там 100. Цены дешевле и удобно покупать. В супермаркетах там все-таки как-то товар отпугивает. С гарантией 100% того, что это все вкусное, все съедобное. За вкусным и съедобным встают рано, приезжают вовремя. К обеду ряды редеют. Незаменимый атрибут – сумка на колесах. Ходят по рядам, а товары тут и там. Все купить стараются, глаза разбегаются. Когда запасы пополнены, а силы на исходе – каша. Сегодня мясной плов на завтрак. Когда едем по Качу, очень вкусно. Рано встаем, не успеваем позавтракать. Да, мы кушаем. Вот очень вкусно. Покупатели говорят спасибо во время рынка, спасибо, что вот ярмарки организовали. Особенно довольны бабушки. Довольных бабушек можно найти на 15 площадках города. Из районов республики привозят и молоко за 30 рублей литр, и килограмм овощей за 50. Извините, девушка, вы последняя? За свежими огурцами можно и в очереди постоять. Самые преданные покупатели приходят уже в 4 утра. Как говорится, кто успел, тот и съел. Лилия Кашфарова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Бригада чистоты высадилась сегодня в парке Прибрежный в Челнах. Более 1000 горожан вышли ранним утром на субботник. Это пенсионеры и студенты, работники предприятий и управляющих компаний. Вместе они расчистили территорию от веток и мусора. О том, как изменился облик парка, которому более 60 лет, расскажет Зарина Ахметова. Вот так сегодня началось утро челнинцев. Забыв на время про домашние дела и заботы, они собрались, чтобы расчистить парк. Для горожан Прибрежный это не просто место для прогулок. Летом здесь бегают, зимой катаются на лыжах. Пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. Поэтому наравне со всеми они стригут кусты, охапками таскают ветки. Кроме нас некому. Мы с 72-го года здесь порядки наводим. Город построили, КамАЗ построили. И все закончили. Теперь на пенсии работаем потихоньку. Вот эти заросли, конечно, они подавляют основной лес, основные деревья, которые у нас здесь. Ты за чистый город! Судьба парка не безразлична и молодежи. Побороться за чистоту пришли первокурсники техникума. Потому что это делается для нас, а не для кого-то другого, и нам это всем надо. 300 гектаров – такова площадь этого парка. Деревья посадили еще в 50-е, потому пенсионного возраста эти сосны уже давно достигли. Активно последние 5 лет начали расти ветки американского клена. Осыпаясь, они-то и портят вид. Одновременно будет идет погрузка и утилизация этих растительных отходов. На сегодняшняя задача убрать около 15 гектаров. Здесь собрались все неравнодушные люди нашего города, которые, готовы и должны, и просто должны, обязаны жить в этом порядке, понимаете? Мы любим очень этот парк. Мы надеемся, что в следующем году он будет еще краше. Кто поработал, тот поел. Для всех полевая кухня на свежем воздухе. 1000 порций гречки с тушенкой, 1000 порций горячего чая, хлеба. Мы будем рады всех накормить. Совместными усилиями удалось собрать и вывести 400 тысяч кубов веток. Но на этом работа у челнинцев не заканчивается. В следующую субботу уборка парка продолжится. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. К другим темам. Животные не клоуны, но в цирке без них никуда. Сразу два важных мнения на этой неделе прозвучали в отношении ситуации с цирковыми животными. Накануне татарстанский муниципальный депутат Марсель Шахмин предложил запретить их выступления.
как негуманные. Если это произойдет, то республика станет первым регионом России, где будет действовать такой запрет. А несколькими днями ранее директор Казанского цирка заявил, что зрителям нужны животные, потому что таков менталитет. Мнение собирал и выслушал Рамиль Шайдулин. 2018 года в Казанском цирке страус внезапно покидает территорию манежа. Птица оказывается прямо в зрительных рядах. И это не первый случай в России, когда дрессировщики теряют контроль над цирковыми животными. Насколько мне известно, на сегодняшний день более 45 стран в мире запрещают, либо частично запрещают использование животных в этой индустрии. Причин этому множество. Это невозможно создать необходимые условия для их жизнедеятельности здесь. Накануне как раз Марсель Шахмин, татарстанский муниципальный депутат, предложил запретить в республике какие-либо цирковые выступления с животными. Однако в самих цирках считают иначе. На этой неделе директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин в интервью заявил: такой менталитет. Нашему зрителю нужны животные. Цирк для нас семейное мероприятие, на которое ходят с детьми. Их может не увлечь высококачественная трюковая часть некоторых номеров. А вот животные, как говорится, заходят. Похожего же мнения и глава Росгосцирка. Конечно, животные остаются, потому что они привлекают детей и взрослых, и без них пока русский цирк существовать не может, ведь дети в восторге от животных. Мы обратились за комментариями в Казанский цирк, но пока там думают, нам охотно высказались зоозащитники. Мнения разные. Я, как и многие зоозащитники, категорически против цирка с животными, потому что это отсталое и примитивное развлечение. На мой взгляд, это жестокое обращение с животными. Это не только касается дрессировки, но и условий содержания, транспортировки. От человека, работавшего в цирке, я знаю, что есть цирки, в которых животные ухожены, откормлены, а есть такие, в которых за малейшую ошибку на манеже избивают палками. Иркутская область. Циркачи за шею привязали медвежонка к забору, да так, что ему часами приходилось стоять на двух ногах, потому что не пускала веревка. Вот эта же область 2 недели тому назад. Привязанный цирковой медведь стоит уже на морозе. Да и в Лениногорске до сих пор помнят историю, когда при минус 30 семью медведей, обезьяну и других цирковых зверей оставили на улице в обычном фургоне. Сердобольные жители не смогли смириться с этой картиной. Всех животных жителей перевезли на автобазу. Но бывают случаи, когда животным везет больше, их оставляют не на улице, а прямо из цирков забирают в зоопарке. Пример — животные Казанского зооботсада и их цирковое прошлое. Когда-то и в Казанском зоопарке жили цирковые львы и тигры. С похожей судьбой и любимица казанцев бегемотиха Захария. В 96-м она переехала из передвижного Краснодарского зоопарка. Была зима, вот наши старожилы рассказывают, как перевозили. Она прям чувствовала, что она переезжает в более комфортные условия. Но сейчас она переехала еще лучше условия. Сегодня Захария живет практически в своей природной среде в зоопарке река Замбези, где люди смотрят на них, а не на трюки, которые пока остаются в цирке. Рамиль Шайдулин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вопрос о кадровых перестановках не стоит, но поискать предателей в своих рядах стоит. Сегодня в Казани татарстанское отделение КПРФ провело свой 7-й пленум и 3-й этап отчетно-выборной конференции. Какие планы у коммунистов республики и как их работу оценивает руководство из Москвы, узнал Дмитрий Аринин. Владимир Ильич, спасибо вам. Разговор с бюстом основателя партии в кулуарах и серьезный разговор о современных делах в актовом зале. Пленум Центрального комитета КПРФ озадачили все региональные, местные, первичные, каждого коммуниста укрепить ряды нашей партии. На партийную встречу приехали представители местных отделений, а также руководители из Москвы. У отделения есть перспективы, есть куда развиваться. Это и показали прошедшие выборы. Татарское отделение, оно не передовик, но и не худшее. Поэтому никаких революционных изменений кадровых на данном этапе не планируется. Задача сегодня подвести итоги, проанализировать наши ошибки, недоработки, а может в некоторых местах и предательство принципиально. В ближайших планах коммунистов отметить юбилейные даты со дня рождения Сталина, Ленина, а также столетия ТССР. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Такое они видели только на выездных соревнованиях в других городах и могли о подобном только мечтать. В Челнах для воспитанников спортшкол сегодня открылась новая площадка. Ее построили в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Летом футбол, зимой хоккей и фигурное катание. Ленар Гинатуллин об универсальном поле для спорта. Футбол, регби, велоспорт и легкая атлетика теперь в одном месте. В Автограде появилась универсальная спортплощадка. Одним из первых новый газон оценил Наиль Магдеев. Хорошо получилось. Ну а как же? Поддержали главу города воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Это поле для них. Школа показывает отличные результаты на республиканских соревнованиях. И сегодня им вручили медали и кубок. Ребята заняли второе место в первенстве Татарстана по футболу. Будем тренироваться, готовиться к играм, готовиться к турниру зимнему. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Площадка обошлась в 77 миллионов рублей. Пока не выпал снег, воспитанники спортшколы смогут играть в футбол, а зимой здесь традиционно зальют каток. Если нужен каток, значит каток будет. Какие вопросы? Мы же в первую очередь работаем в интересах людей. Да, сложности они бывают технические, но мы для этого и на работу ходим, чтобы эти технические сложности устранять. После открытия ребята прямо с рюкзаками на плечах гоняли мяч на новом поле, чтобы потом поделиться первыми впечатлениями. Поиграли, мне понравилось, правда было немножко скользко, при резких маневрах сразу падаю, а так все хорошо. Хорошее поле, здесь мы будем заниматься летом, весной. Раньше у нас не было такого поля хорошего. Также спортивной школе вручили сертификат на 100 тысяч рублей. В планах сделать площадку популярной и для жителей близлежащих районов. Ленар Гинатуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Ломоносовский обоз прокладывает новый великий шелковый путь. Проект, направленный на профориентацию одаренных выпускников, в этом году путешествует по 5 городам России. Финалисты посещают вузы, предприятия, знакомятся с производством регионов и городов России. Сегодня Ломоносовский обоз остановился в КАИ. Как проект меняет взгляды и кто из участников уже готов запатентовать свое изобретение, узнала Алия Хайруддинова. Не каждый день в Казани увидишь автобус с именем Ломоносова. За 10 дней 40 старшеклассников на нем проедут 1000 километров. 4-й год подряд современный Ломоносовский обоз прокладывает новый шелковый путь. На этот раз на карте Уфа, Челны, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. На Казань 3 дня. Сегодня экскурсия в КАИ. Дарья Дубовицкая из Самары давно решила связать жизнь с авиацией. И теперь казанский вуз в списке приоритетных. Я никогда не могла представить, что у меня появится желание обучаться в Казани. Посещаем производство, я понимаю, что мне, в принципе, комфортно находиться в Казани. Татарстан представил 80 проектов. Выбрали один о вкладе столицы республики в Великую Победу. Становишься более раскрепощенным, учишься не бояться выступать на сцене. Говорят, режем красный провод. А кто-то уже задумывается о патенте на планер. Тимофей Севастьянов мастерил его втайне ото всех. Он отлично подходит для обучения, поскольку у него низкая скорость, большая устойчивость. Самое интересное началось в лабораториях. Разноцветные жидкости и порошки привлекли всех. К примеру, вот в этой 4-литровой канистре практически 20 килограммов бронзового порошка. Используют его вот в таких 3D-принтерах. Организаторы думают о новом шелковом пути, посвятят его 75-летию Великой Победы. И он будет называться Ломоносовский обоз «Грозный Крым». Мы посетим юг России, посетим города воинской славы и города-герои. Проекты будут принимать на темы «Молодежь для ветеранов», «Молодежь для памяти Победы», «Молодежь для истории». Алия Хайруддинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. С корабля на бал ведущие детского татарского канала «Шаян ТВ» приехали в Москву. У молодых работников телекамера и пера громадные планы посмотреть столицу и себя показать. Поездку посвятили годовщине запуска «Шаяна». Напомним, это единственный в мире татароязычный канал для детей с собственным контентом. От кого в Москве услышали поздравления с днем рождения юные журналисты, расскажет Дина Казалиева. «Шаян ТВ, смотри, будешь лучшим ты!» «Шаян ТВ» – частые гости в Москве. Летом показывали себя и рассказывали о себе татарской общественности столицы в рамках Дней культуры республики. А в ноябре приехали в Москву отметить свой первый серьезный день рождения.
Москва встретила юных журналистов очень дружелюбно. Вместе со своими столичными сверстниками из детского музыкального коллектива «Шатлык и Рисалят» телезвезды Шаян ТВ почтили память великого Тукая. Памятник установлен в Татарской Слободе Москвы, недалеко от культурного центра. И тут гостей ждали поздравления с днем рождения Шаян ТВ. А на десерт экскурсия по историческому дому Асадулаева. Барельефы, которые были сделаны изначально. Ребятам рассказали, что в стенах этого дома происходило очень много важного для татар всего мира. Сейчас здесь расположен Татарский культурный центр Москвы. А шаяновцы, в свою очередь, поделились впечатлениями от работы на первом в истории нации детском телевизионном канале. Мне очень нравится работать на Шаян ТВ. Это очень весело. И, конечно же, вырабатывается опыт. И в дальнейшем можно продолжать это дело. На этом сюрпризы не закончились. Юные журналисты отправились в гости в Государственную Думу. И здесь уже было все по-взрослому. Серьезный разговор, сессия вопросов и ответов. Ваши передачи, эти все мультфильмы, другие программы, они погружают вот в эту татарскую ауру, которая потом выльется в те знания у ребят, которые позволят им больше узнать свою культуру, традиции и язык в том числе. Ведущая программы о полезных лайфхаках на Шаян ТВ Алиса призналась, поездка в Москву в честь дня рождения Шаяна для нее стала настоящим интересным приключением и поводом придумать для любимого канала новые проекты. Хочу увидеть больше музыкальных и танцевальных программ. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Победителей сегодня определяют среди работающей молодежи. В эти минуты в Казани завершается 7-й фестиваль творчества «Безнен Заман. Наше время». В «Пирамиде» проходит финальный гала-концерт. Сергей Хайдаров расскажет, чем удивляют заводчане и кто же увезет переходящий кубок президента и 500 тысяч рублей. Безопасность дорожного движения. Чего только не увидишь сегодня на сцене Казанской пирамиды, потому что именно здесь сегодня проходит гала-концерт 7-го фестиваля «Безнен Заман. Наше время». И это просто невероятное шоу, которое показывают, напомню вам, представители предприятий нашей республики, заводчане. И для них это отличное место, чтобы проявить себя не только на своем рабочем месте, за станком или за компьютером, а сделать это на сцене пирамиды. Заявки изначально на участие в фестивале подавали представители 174 предприятий нашей республики. И то, как сильно, как быстро развивается этот фестиваль, насколько это важно для нашей республики, сегодня говорил Рустам Нургалевич Миниханов, который тоже обратился к участникам фестиваля. Нет никакого сомнения, что это лучший фестиваль нашей страны среди рабочей молодежи, а это очень важно. У нас очень много разных мероприятий. И, конечно, человек труда – это самая главная единица, составная часть любой страны, республики, района, предприятия. Вы представляете предприятия нашей республики, творческие. Вы люди производства, но вы такие же мастера и на сцене, в творчестве. Это очень важно. Прежде чем попасть сюда, сегодня на сцену гала-концерта фестиваля, участники проделали очень большой путь, сразу несколько отборов. И вот сегодня, наконец-то, лучшие из лучших выступают и борются сразу за несколько призов. Это, конечно же, переходящий кубок президента Республики Татарстан и денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Вот так вот, ни много ни мало, 500 000. Согласитесь, отличная мотивация, чтобы заниматься творчеством. А ты что такой счастливый? Как это что, Димка, как это что? Оказывается, сейчас на «Безнен Заман» до 41 года можно выступать. А я, дурак, стою там возле пирамиды, плачу. Это значит очень многое, то, что нас увидели. Мы первый раз на гала-концерте. И для нас это очень большой толчок. Я думаю, что у нас еще годы еще лучше, еще больше будет у нас номеров. Как удалось пробраться? Ну, на самом деле все очень просто. Мы просто делали свое дело, так сказать, выполняли свою работу. Уверенно выступили, я считаю, классно получилось, поэтому жюри оценило, достойно. Мы здесь. Абсолютно точно. 7-й фестиваль «Безнен Заман. Наше время» не станет последним. И если вдруг вы работаете на предприятии или на заводе, у вас есть таланты, вам от 18 до 35 лет, то, значит, вы можете начать готовиться к этому фестивалю уже сейчас. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Ну а сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. Всем привет! Суббота, вечер, самое время усесться поудобнее, отложить свой смартфон в сторону и ровно 5 минут расслабиться и, надеюсь, посмеяться. Это рубрика «В сети». Начнем! В Казани, как в самой спортивной столице, запустили новый проект «Доступный спорт». Теперь для того, чтобы заниматься спортом, не обязательно ходить в тренажерные залы, качалки. Можно просто делать так, как наш следующий герой. А что, удобно и доступно. Сел в трамвай, так сказать, покачался и доехал. Все бюджетно. Так что теперь вся Казань будет на спорте. Но есть те, для кого автобус – это роскошь. Или наоборот. Тот случай, когда подняли цены на проезд. Именно это, видимо, ждет всех нас после подорожания. Ну, либо негоже на автобусе в школу ездить, когда можно верхом. Продолжая автобусную тему, интересная газелька была замечена на дорогах республики. Вот что бывает с газельками, когда на улице минусовая температура. Многие задаются вопросом, что делать, если тебя остановили сотрудники ГИБДД и вы находитесь в нетрезвом состоянии. Ну, во-первых, в таком состоянии вообще нельзя за руль садиться. Но, к сожалению, есть человек, которого это не остановило, но он нашел отличный выход из ситуации. А парни любят не забудут за веселые глаза. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Балалайка – решение всех проблем, думал он, но не тут-то было. Сотрудник ГИБДД с невозмутимым лицом составлял протокол. Так что, друзья, не совершайте подобных ошибок. А сейчас несколько быстрых новостей. В Набережных Челнах крановый завод запустил новый эротический календарь. Кто что, а в Челнах у нас все стабильно. 1, 2, 3. Let's rock. Кот Виктор летел из Риги в Владивосток через Москву. Его хозяин узнал, что в салон нельзя брать животных тяжелее 8 килограмм, а вес Виктора 10 килограмм. Он нашел похожего кота полегче, устроил подмену при взвешивании, но в самолет взял своего. Авиакомпания заметила обман и лишила героев всех накопленных бонусов. Но самое интересное дальше. Хоккейный клуб «Адмирал» захотел помочь коту Виктору и пригласил его на тренировку, чтобы он чуть-чуть сбросил вес и больше не подставлял своего хозяина. В одном из торговых центров Казани наконец-то появился первый в Казани автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Так что, друзья, сдаем и поддерживаем экологию. Приятный бонус – чашка кофе. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Для начала Рустам Минниханов с Алиной Загитовой на молодежном форуме «Мост Москва-Татарстан». Затем празднование Дня сотрудников органов внутренних дел России. Поздравил Шаян ТВ, которому исполнился 1 год. И, конечно же, возложил цветы к памятнику Николаю Лимаеву в Нижнекамске. Город отметил юбилей первого гендиректора Нижнекамскнефтехима. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте урок цифры. Тема «Большие данные». Интересное образовательное мероприятие. Вторую строчку занимает матч Ливерпуль-Манчестер-Сити. 3-1, Ливерпуль впереди. И замыкает тройку бой забит Магомед Шарипов и Кельвин Катар, где наш земляк одержал победу. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои различные видео, смешные фотографии. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Здравствуйте! О погоде через минуту.
Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет сухо, но облачно 0 плюс 2. На северо-востоке республики солнце спрячется за облаками, но осадков не прогнозируется, до 2 градусов выше 0. На севере Татарстана будет сухо и пасмурно, днем до плюс 3. На северо-западе республики Кукмары затянет облаками. В Арске и Балтаси будет ясно, плюс 2-3 градуса. На юго-западе Татарстана день обещает быть солнечным и без осадков. Воздух прогреется до плюс 4. В центре Татарстана в Чистополе солнечно, плюс 3. В Альметьевске и Мамадыше плюс 2. Небо затянет облаками. Спонсор прогноза погоды – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли в спине и суставах помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами и протрузиями, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в «Доктор Ост» в Казани. В Казани небо затянет облаками, но температурный фон не изменится. Днем до плюс 4. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление в норме. Влажность воздуха повышенная. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.